Стадион на 3000 мест. Главная арена Игорь Манчара. Беговая дорожка, сектор для прыжков и футбольное поле. Сразу после официального открытия участники соревнований протестировали новый объект. Этот день мы ждали долго к нему шли. Наши большие объекты вступают в строй. С этой большой победой всех хочу поздравить. Ура, товарищи! По словам организаторов, спортивный комплекс можно назвать единственным в своем роде. Трибуны возведены прямо над теплым манежем. Арена будет работать круглый год. Стадион Исхогон в переводе с якутского «Три храбреца» назван в честь выдающихся борцов-хапсагаистов Верхневилюйского района. Здесь вообще особенное отношение к якутской национальной борьбе. Местные жители любят хапсагай, как бразильцы футбол. Потому они с нетерпением ждут абсолютное первенство, где впервые чемпион получит табун лошадей. Верхневилюйский турнир по хапсагаю станет историческим. Каждая команда, чей ботор выйдет на ковер, выставляет по кобыле. В зависимости от количества участников победителю могут достаться 15 лошадей. В денежном выражении это примерно 1 200 000 рублей. Фавориты Семен Семенов из Салтановского улуса будет. Увард Мепеев, вот, Верхневилюйский богатырь, который последние 2 года лучшим борцом Сахада спорт стался. И Юрий Старостин. Юбилейная спартакиада может стать рекордной по числу абсолютных достижений. Раньше в некоторых видах района могли выставить любого спортсмена. В этом году каждый участник прошел жесткий отбор и завоевал путевку в Верхневилюйск. Изюминкой этих игр, наверное, это национальные настольные игры, которые испокон веков у нас были забавой, а сейчас они стали видами спорта. Это хаблык и хамыска и соревнования традиционной стрельбе из лука. Кроме нового стадиона, 20-е игры Манчара подарили району многофункциональный зал и новый ипподром на 1000 мест. Именно на этих объектах в течение 4 дней развернутся спортивные баталии. За медали Якутской олимпиады поборются свыше 1500 спортсменов. Айна Винокурова, Василий Соловьев, Вести, Верхневилюйский район.